В Крыму российская администрация проводит провластный крымско-татарский праздник весны Хадырлез. Мероприятие стартовало в 10 часов утра на трассе Симферополь-Бахчисарай. Представители Меджлиса крымско-татарского народа заявили, что отказываются принимать участие в праздновании Хадырлеза и призывают соотечественников отказаться от праздников, организованных оккупационными властями Крыма. Накануне праздника в социальных сетях опубликовали документ, согласно которому российские власти Крыма обязали обеспечить явку на Хадырлез бюджетников и школьников. Вместо обещанных 40 тысяч гостей на провластный Хадырлез съехались чуть больше 1000 человек. В основном бюджетники. Многих свезли школьными автобусами. Гостей развлекают коллективы с разных уголков Крыма. Как крымско-татарские, так и другие. Собравшихся поздравили руководители оккупационной власти. Весна в Крыму – это особая весна. Она отличается от обычной весны природы, весны времени обновления. У нас весна – это обновление, в первую очередь, нравственное, духовное, материальное. Крым живет в преддверии хороших событий. Мы вернулись на родину, и именно с Россией мы связываем самые лучшие и самые светлые ожидания. Saygılı ve kıymetli vatandaşlar ve misafirler, закон позволяет нам отмечать все наши национальные праздники, и в том числе вот этот праздник, праздник весны, праздник плодородия. Этим законом глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов второй раз принимает решение и объявляет это всекрымским праздником. Слово дали и российским актерам. Дорогие товарищи, братья и сестры, я с великой радостью и искренностью, как русский актер, говорю вам, соотечественники, поздравляю вас с праздником, вашим родным, красивым праздником. И надеюсь, что вы поддержите и нас в нашем сегодня походе к вам, православных людей, которые приехали в светлый праздник Пасхи поздравить вас. И так же, как православные друг друга и братья и сестры, поддержите нас. Христос воскресе! С праздником вас, дорогие братья и сестры! С праздником! Çok sağ olun, bayramlar hepimizге hayırlı olsun. Отдельно с поздравительной речью вышла и Ольга Кавитиди, представляющая Крым в Совете Федерации России. Перед своим выступлением она заменила крымско-татарские фески на головах стоящих на сцене военными пилотками. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только гордая смелость их поселилась в сердцах живых. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. В этом году оккупационная власть пригласила и российские коллективы. Они развлекали собравшихся песнями и танцами народов России. Традиционно выступила и узбекская группа «Учкудук». А теперь я по свету кочую, и под небом своим я ночую. Гостем этого Хадырлеза стал греческий певец Варцал. Ему доверили исполнить около 10 своих песен. Кто ты такая, жизнь мою забрала? Кто ты такая, что тебя так люблю я? По словам организаторов, торжество завершится катанием колокая, круглого хлеба. Принято считать, если колокай упадет лицевой стороной вверх, будет хороший урожай. Если наоборот, год будет неурожайным. Исмаил Газиев, Заман, АТР.